Еврорадио.ФМ. Я сама напросилась. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Пачалася выбарчая кампанія, ужо зарэгіструюць ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў самавылучэнцаў найперш. І вось зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу дзейны кандыдат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Яна ізноў балатуецца ў парламент. І ініцыятыўную групу зарэгістравалі, як я ўжо сказаў, і за мандат яна будзе змагацца у Кастрычніцкай акрузе нумар 97 Мінска. Пра тое, якія ўжо першыя вынікі гэтай барацьбы, і ўвогуле паспрабуем падвесці вынік працы Ганны Канапацкай у парламенце сёння з ёй падчас размовы ў студыі Еўрарадыё. Ганна Канапацкая, добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый дзень, прывітанне. Спадарня Ганна, давайте вот все ж таки вот, ну, по чарзе. І спачатку, колькі там засталося таго дэпутацтва за... По Конституцыі? Не по Конституцыі, а я вот за менавіта указа кіраўніка Беларусі, які фактычна адабраў у вас год працы ў парламенце. Вот 3 гады адпрацавалі, можна падвесці вынікі, таму што там у вас будзе месяц ці паўтары толькі на працу. Ну, 2 кастрычніка пачынаецца сесія, і амаль 2 месяцы, таму што 30 дзён на тое, каб першая сесія новага склікання была пазначена. То есть вось менавіта 2 месяца будзе. 2 месяца. Ну, не думаю, што за 2 месяца можна паспець шмат, асабліва калі... Бюджэт? Ну, бюджэт, да. Асабліва калі там будуць не вельмі зацікаўленыя кіраўніцтва, дзейнае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў, тым, каб актыўна шла праца. Тым не менш, вот можна падвесці пэўны вынік. Вот можна сказаць, што гэтыя 3 гады, якія вы былі дэпутатам парламента, гэта змарнаваны дарэмна час, ці ўсё ж такі здолелі зрабіць тое, што б не было зроблена без дэпутацкага мандата? Однозначно, это то время, которое удалось использовать для того, чтобы изменить ситуацию, в том числе в целом стране. И если бы не было вот меня и мандата депутата Палаты представителей, этих бы изменений, скорее всего, не было. Но если мы начинаем говорить о том, что насколько сегодня заинтересована Палата представителей в принятии тех или иных законов, то, как ни странно, руководство Палаты очень заинтересовано в том, чтобы все нормативные акты, которые внесены в Палату, были рассмотрены. Почему я говорю нормативные правовые акты? Потому что в Палату внесено несколько декретов на согласование. Ну, понятно, и основная деятельность Палаты представителей – это нормотворческая, да, то есть принятие законов. Вот, поэтому вот есть такая, знаете, установка, чтобы все законы, которые приняты в первом чтении, были приняты вот этим созывом во втором. Но не знаю, как это может быть осуществлено, потому что есть очень объемные и очень необходимые сегодня для страны за проекты законов, например, как проект закона о хозяйственных обществах, или, например, о торфяниках, или, например, об экологической или технической экспертизе. То есть ряд законов, которые действительно сегодня важны не только, например, для бизнеса, но и для общества, да, для граждан. Например, вот, как я уже сказала, экологические законы. Ну, наколькі вот я ведаю, может быть, я памыляюся, але вы здолелі за гэтыя гады унесці, распрацаваць, скажем так, і унесці фактычна 2 законапраекта аб бел-чырвона-белым сцягу, коротко так сфармулюем, і закон об зменах у выбарчае законодаўства. Ну, вы не очень тогда внимательно следите за моей деятельностью в качестве депутата Палаты представителей, потому что если мы говорим о тех законопроектах, которые были разработаны, то их намного больше. Если вы помните, в самом начале я практически начинала свою деятельность в качестве депутата с того, что мы подготовили законопроект об исключении статьи лжепредпринимательства из Уголовного кодекса. Затем у нас была большая работа вместе, когда я говорю «у нас», я имею в виду экономиста Ярослава Романчука, с которым мы
бы продолжаем работать, да, то есть такая большая экспертная работа вот, по пакету законодательных инициатив, которые могли бы быть альтернативой декрету номер 3. И вот этот пакет законодательных инициатив альтернативных, он как бы сейчас тоже идет работа, да, то есть это и закон об адресной социальной помощи, это и закон об изменениях и дополнениях в закон для пособия семьям, воспитывающих детей, то есть ряд законодательных актов, да. Кроме того, тоже можно говорить как о победе, это внесение изменений и дополнений в Кодекс о земле, с которыми согласилась Палата представителей, вернее, профильная комиссия Палаты представителей, и которая очень ждет бизнес-сообщество, которое платит налоги за землю и иные сопутствующие платежи, да, то есть этот законопроект, он тоже вот направлен на подготовку ко второму чтению. Ну и, конечно, если мы говорим вот уже о какой-то политической повестке дня, то, конечно, это закон об использовании ВЧБ флага, да, это изменения в избирательный кодекс. Я очень благодарна Белорусской ассоциации журналистов, с которыми мы подготовили изменения в закон о средствах массовой информации, часть которой была принята, да, то есть точно так же мы очень плотно работали с правозащитным центром «Весна» по поводу изменений закона о массовых мероприятиях. Здесь у нас не так успешно прошла работа, но все равно она продолжается. То есть все равно сейчас готовятся законодательные изменения для того, чтобы отменить взимание платы при проведении массовых мероприятий, потому что это противоречит Конституции и международным нормам. То есть и это мы вот просто оставляем, как говорится, за скобками те поправки, которые были предложены в законопроекты, которые рассматривались в Палате. То есть вот я считала, только в прошлом году в налоговый кодекс я подала более 27 правок, 22 были приняты. Вот, конечно, не была глобально принята, например, моя идея о том, что доход граждан в размере до $500, вот, который всегда нам власть последние 20 лет обещает, он не должен полагаться никакими налогами, в том числе и подоходным. То есть я считаю, что это могло бы послужить очень хорошую службу гражданам, которые сейчас вот пытаются выживать. Ну вось, таким чынам, нават я, хоць і сачыў за вашай дзейнасцю, не ўсё засталося ці адклалася у памяці, ну а як выснова, ўсё ж таки 3 гады прыйшлі не дарма, нават у законотворчай дзейнасці. Тым не менш, вось... Но это основная деятельность депутата, согласно Конституции, согласно закону, основная деятельность депутата связана с нормотворчеством. Ну, безумоўна, гэта зараз была такая... удакладненне для тых, хто лічыць, што дэпутат Палаты прадстаўнікоў павінен ім у пад'ездзе лямпачкі мяняць і двары неяк там упрыгожваць і асфальтаваць. Насамрэч, законы гэта галоўнае. Тым не менш, вось Ганна Канапацкая вырашыла балатавацца на другі тэрмін, ужо зарэгістравана ініцыятыўная група, і вось под номером 1. Под номером 1, да. Зараз, ну, может быть, не зараз, пасля эфиру, может, Ганна Канапацкая мне тут выкажа свою крыўду, але я не могу обойти увагой, ну, скажем так, не ведаю, ці можно назвать это инцидентом, але неприемной ситуацией напярэдадні регистрации инициативной группы, якая склалася вот с вашим помощником депутата Денисом Тихоненко, якога там нехта пачаў нават вінаваціць у тым, што ён сабраў грошы на там пэўныя дзеянні і гэтыя грошы забраў сабе, скажем так. Ну, вот. Насколько я знаю эту ситуацию, все было разъяснено, и была очень замечательная статья на Тутбае со всеми квитанциями, с произведенными оплатами, и этот вопрос был снят. Безумоўна, але ж ведаеце, як у нашым зараз інфармацыйным супольніцтве жыве інфармацыя. Ты можаш вось пачытаць канкрэтны фейк, які прачытаюць там 100 000 чалавек. Потым будзе абвяржэнне, якое пачытае 1000 чалавек. І на першым у галаве застанецца тое, што было фейкам. І ў дадзенай сітуацыі я просто кажу пра тое, вся гэтая сама сітуацыя. Наколькі яна на ваш палітычны імідж паўплывала, не паўплывала, наколькі яна абцяжарыла вам
может быть, працу уже вы там с выборщиками там Вы знаете, что, контактовали? Дмитрий, абсолютно нет, потому что я уверена в том, что вот моя работа в качестве депутата Палаты представителей как раз-таки создала вот этот вот имидж того, что мы делаем все правильно и то, что нужно людям, то, что нужно обществу, то, что нужно стране. И вот какие-то такие мелочи, которые не связаны непосредственно с моей деятельностью как депутата Палаты представителей или даже с деятельностью как бы белорусского политика, никоим образом не сказываются на том, на моей работе или на отношении моих избирателей или моих коллег, с которыми я сегодня работаю, или даже, например, с ребятами из оппозиции, потому что, вы же знаете, я очень хорошо работаю и с Рухом за свободу, и очень хорошо работаю, там, Виктор Янчаревич мой помощник, да, и точно так же я очень хорошо работаю с белорусскими христианскими демократами, и никаких конфликтов, и никаких, как бы говорится, прекращений, приостановления сотрудничества, работы, ничего такого не произошло. Это один факт. А второй, вот мы вчера ходили, собирали подписи, и мы все время, вот люди, которые сидят в интернете, люди, которые там сидят в социальных сетях, мы все время забываем о том, что другая жизнь находится по ту сторону экрана, да, и люди, которые вот проживают у меня в округе, как правило, не пользуются социальными сетями, и их, к сожалению, как правило, волнуют ситуации устройства и благоустройства дворов, лампочек в подъезде, или там, ну, если максимально говорить, то это заработная плата. Поэтому вот, честно говорю, мы собирали несколько команд подписи. Там, где собирала я, или там вот мы собирали, нас было 4 человека, вот там, где собирала я, там, где я могла быстренько подойти к человеку и сказать, что вот я депутат, я собираю за себя, люди меня узнавали, люди охотно ставили подписи. Хотя, как бы, знаете, начиналось не очень хорошо, мы там в первом подъезде собрали там немного подписей, а по итогу оказалось больше 100. Таким чынам вот не было такой ситуации, калі вот вы сустракаецеся там с человеком, там подпись собирать, и там за Ганну Канапацкую, это вот Канапацкая, якой помощник там обокраў людей, так он не обокраў, а ведаем мы. Нет, было наоборот ситуация, что Анна Конопадская, это вот вы собирали подписи и вы отстояли нам парк? Да. О, конечно, конечно, а кто-нибудь еще из вас идет? То есть вот тоже вот такая интересная ситуация, когда люди не понимают вот разницу между различными уровнями выборов, да, и хотят подписаться вот за всю мою команду, которая с ними работала на протяжении 3 лет, да, то есть когда я говорю команда, я имею в виду своих помощников. Таким чынам мы можем сказать, что жизнь у інтэрнэце вельмі моцна адрозніваецца ад жыцця рэальнага там на выбарчай акрузе, і тое, што здараецца і шырока абмяркоўваецца там дзе-нибудь у Фейсбуку, яно у Фейсбуку и застаецца. Ну, по крайней мере, вот в отношении этой ситуации, да. С другой стороны, я тоже вижу такую тенденцию, знаете, когда людям покричать и сделать себе какую-то рекламу на моей работе там, или на моем имени, да, и потому что когда я предлагаю конструктивно работать, то из той массы возмущенных там тысячи человек со мной связались буквально 1-2 человека, которые сказали: да, Анна Анатольевна, спасибо вам за вашу поддержку, мы хотим работать, мы хотим предлагать изменения, мы хотим вообще даже работать над реформой белорусской армии. Из 1002. І ўсё ж таки, вот як вам падаецца, уся гэтая сітуацыя, мне вот я чуў розныя версіі канспіралагічныя, што такім чынам моцна падставілі Канапацкую, што і прычым падставілі і Тихоненко, і Канапацкую, другая версія, што это Тихоненко, там может быть какие-нибудь сексот, і ён падставіў Канапацкую. Вы ўсё ж таки зразумелі, што гэта было? Послушайте, это как минимум была провокация, направленная как раз-таки на дискредитацию, но еще раз повторюсь, что качество моей работы за 3 года общения с людьми, я ведь не закрывалась там за 7 замками, я старалась максимально доносить информацию о том, что я делаю, чем я занимаюсь, какие от этого плюсы. Я всегда говорила о тех угрозах и о тех недостатках, которые могут быть. И вот именно моя работа команды, которая вместе со мной работала, это были экономисты, и политологи, и политические деятели, и лидеры оппозиции. То есть вот эта вот наша работа, она как раз-таки показывает о том, что собака лает, караван идет. И я
вполне уверена, что завтра таких доброжелателей и злопыхателей будет намного больше, а послезавтра еще больше. Поэтому я просто качественно делаю свою работу, за которую вы мне тоже платите зарплату. И все вот мои избиратели, потому что они налогоплательщики. Я это помню и ценю. Дякую вялікі. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Это совместный стрим Еврорадио и Е-промова. У нас у гостях депутат Палаты представников Ганна Конопадская. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. При микрофоне Роман Устинов, корона про коротко пра асноўныя падзеі. Экс-міністр інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч зарэгістравала ініцыятыўную групу па зборы подпісаў у падтрымку вылучэння сябе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Балатавацца намесніца старшыні грамадскага аб'яднання Беларускі саюз жанчын будзе ў родным Барысаве. Апанентамі былога міністра выбарчай акрузе будуць начальнік барысаўскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях Владзімир Пекуза і грузчык Евген Шчарбін. Лілія Ананіч займала пасаду міністра інфармацыі з 2014 па 2017 год. На пасадзе намесніка міністра яна працавала з 2001 года. Каб падзяліць функцыі дзяржавы як уласніка і як рэгулятары, у Беларусі вырашылі на базе прадпрыемстваў ды шэрагу банкаў стварыць дзяржкарпарацыю. Пра гэта ў эфіры тэлеканала СТВ паведаміў старшыня дзяржкамітэта па маёмасці Алексей Васильев. Задача стоит, и мы ее реализуем. Госкомимуществом принято решение на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен, находится на согласовании. Я надеюсь, что в ближайшее время мы уже выйдем на завершающий этап. Если этот опыт нам удастся, я думаю, в Министерстве промышленности те предприятия, которые сейчас есть, можно сгруппировать по такому же принципу. Заявіў Васильев. Калі акумулятарны завод iPower не ліквідуе парушэнні, яго не ўвядуць у эксплуатацыю. Пра гэта ў эфіры тэлеканала АНД заявіў губернатар Брэсцкай вобласці Анатоль Ліс. Шкоду завода для навакольнага асяроддзя пацвердзілі спецыялісты Міністэрства прыродных рэсурсаў. Па словах Ліса, інвестар прайшоў па шляху замоўчвання некаторых момантаў, якія выклікалі абурэнне сярод насельніцтва. Александр Лукашенко павіншаваў кіраўніка КНДР Кім Чен Ына з нацыянальным святам днём утварэння Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі. У віншавальнай тэлеграме кіраўнік Беларусі заявіў, што пад кіраўніцтвам Кім Чен Ына КНДР працягвае паспяховы рух па шляху ўмацавання нацыянальнага суверэнітэту. Роман Устинов, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канападскай мы гаворым пра новы выбарчы сезон. Ну, у першай частцы нашай размовы Ганна Канападская расказала нам пра тое, што ситуация не вельмі прыемная, якая прайшла з яе памочнікам Денисом Тихоненком, гэта правакацыя, якая была скіраваная і супраць яе, і супраць Дениса Тихоненки. Ну і другое, што гэтая сітуацыя ніяк не паўплывала на яе палітычны імідж, прынамсі сярод яе выбаршчыкаў у выбарчай яе акрузе, таму што жыццё у сацыяльных сетках вельмі адрозніваецца ад жыцця на выбарчай акрузе. Тым не менш, пра жыццё на выбарчай акрузе. Ганна Анатольевна, я ведаю, што такія дзіўныя штучкі з вашым зараз вылучэннем пачаліся ўжо з моманта рэгістрацыі вашай ініцыятыўнай групы. Можно больше подробязно? Что ж там такое здарилось? Ну, вы знаете, что, наверное, когда я только подала документы на регистрацию инициативной группы, я как была первая, и все было хорошо. Но вот уже в дальнейшем, когда вторым заявление подал нынешний лидер БРСМ, потом, когда мне выдали... Минская организация БРСМ. Да, потом, когда мне выдали не совсем качественные, верные удостоверения, вот. И потом, когда я пошла уже собирать подписи, и женщина, которая открыла дверь, говорит: я не поставлю за вас подпись, потому что мы это делаем в обязательном порядке на рабочем месте. Я говорю: простите, как это может быть? Он говорит: ну вот так вот, я работаю в школе, нам скажут, за кого подписать, и мы подпишем. Я говорю: ну я ваш депутат, я для вашей там гимназии выбивалась. Чекайте, так яны ведают, что можно не за одного подписывать? Конечно, я объяснила, что вы можете подписать и за Иванова, и за Петрова, и за Сидорова. Она сказала: нет.
А то доведаются, премии лишать. Ну, я не знаю, и, к сожалению, вот это был не единичный случай. То есть это было там у меня в команде, да, это было там у ребят во второй команде, да, то есть мы несколькими группами собираем подписи, поэтому были вот такие ситуации. Кроме Так, того... цікаво, вот у вас гэта была настаўніца ў нейкай навучальнай установе, Да. якая так отказала, а у іншых вот груп... У ребят как бы был работник Керамина, ну, я, кстати, вот не знаю, кто пойдет, да, и вот и не знаю, вот кто у них может быть. Таким чынам атрымліваецца, што гэта зараз прагучала сведчанне таго, што бюджэтнікі, настаўнікі, там, скажем, выкладчыкі ў школах падпісваюць у школе за... К сожалению, это говорит о том, что, несмотря на то, что мы очень давно говорим о том, что вообще систему в Беларуси надо менять, и начинать надо с избирательного кодекса, и начинать надо с каждого гражданина, с его как бы изменения ментальности, с изменения его мысли о том, что выборы – это очень важно, что от выборов зависит его зарплата, цены в магазинах. Он этого не понимает. И это вот, наверное, недоработка политических партий, основная цель которых это вот борьба за власть, участие в выборах, но за 3 года они не сделали этого, да, они не смогли прийти к человеку, к гражданину, к избирателю и объяснить ему хотя бы минимальные правила участия в выборах, что можно голосовать за одного, но подписи ставить за нескольких, да, что можно и нужно бороться за свои права, что тебя не могут заставить подписаться за Иванова или за Петрова, да, что ты имеешь право отстаивать свои права, в том числе политические. То есть я считаю, что это огромная недоработка политических структур, в том числе Объединенной гражданской партии, членом которой я являюсь. Давайте не про палітычныя структуры, а конкретно про вас. Вот вы были 3 гады депутатам на гэтай акрузе. І наколькі вот я сачыў, ну хай не вельмі дасканала, як мы Как уже оказалось, высветлілі, да, як высветлілі за вашай дзейнасці, тым не менш я ведаю, што на сваёй акрузе пэўным навучальным установам, школам, гімназіям, ну, по крайней мере, адной гімназіі, вы конкретно дапамаглі. Да. То есть вот ёсць конкретны вынік, калі шмат дзе людзі нават не ведаюць, як прозвішча іх дэпутата, не тое, каб дачакацца ад яго нейкай дапамогі, вы конкретно дапамаглі. І зараз людзі, якім вы дапамаглі, кажут, ой, мы вот... Нет, вы знаете, что очень было приятно, когда звонок в дверь открывается, да, я за вас голосовал, ой, да, я вас знаю, да, конечно, конечно, и люди с удовольствием ставили подпись, потому что они... Кстати, очень тоже интересный факт, очень многие люди верят в честные и свободные выборы и ходят и голосуют. С одной стороны. С другой стороны, даже когда я помогаю школе, я ведь не помогаю конкретной школе, я все равно помогаю не только избирателям своего округа, да, но я и помогаю гражданам, которые живут в соседних районе, но имеют возможность или имеют право пользоваться услугами этой школы, да, или когда я провожу работу для того, чтобы найти инвестора и построить магазин, который у меня просят граждане. Я же это делаю не только для избирателей своего округа, я это делаю для Минска как города, потому что это налоги, которые будут поступать в минский бюджет, для страны, потому что это и налоги в республиканский бюджет, да. И когда я голосую за то, чтобы в городе Минске остались денежные средства для строительства метро в моем округе, то это тоже польза не только гражданам моего округа, но и всем жителям Минска. То есть оно все равно все взаимосвязано. И, может быть, предвосхищая ваш вопрос, я расскажу о том, что если в самом начале моей работы в качестве депутата ко мне приходили люди, вот, починить лампочку, покрасить скамейку или там залатать дырку в асфальте, то сейчас очень часто ко мне приходят граждане не только с моего округа, вообще там, со всей Беларуси, конкретно с законодательными предложениями, с тем, чтобы изменить тот или иной закон, ту или иную норму. И это приходит у них с практики. То есть вот они столкнулись в своей жизненной ситуации, что вот здесь есть недоработка, вот здесь вот есть пробел, вот здесь вот есть коллизия. И это очень здорово, потому что благодаря вот гражданской активности, благодаря гражданам, которые знают и умеют защищать свои права, мы готовим изменения в те или иные законодательные акты. Давайте я еще про такі дзіўны пачатак выбарчай кампаніі Ганны Канапацкай, які пачаўся вот з правакацыі
скіраванай праз Дзяніса Ціханенко супраць яе. Не трэба рабіць такія вочы, я далей. Яшчэ, наколькі вот ўсё ж такі не склаліся у вас адносіны з вашымі аднапартійцамі, і вы зараз вымушаны ісці шляхам збора подпісаў самавылучэнцам. Нет. Нет? Нет, потому что у нас существует определенная процедура выдвижения от партии. Как бы это будет съезд, это будет партийная конференция, то есть определенная процедура, которую проходят все кандидаты, и съезд будет только в сентябре месяце. Это во-вторых, я не могу как политик, как депутат вот этот месяц общения с гражданами упустить. И я собираю подписи не для того, чтобы быть самовыдвиженцем. Нет, даже в моем подписном листе написано партийность, написано Объединенная гражданская партия. И всегда, и в 2016 году, и в 2014 году, и в 2012 году, когда мы шли на выборы, мы всегда собирали подписи, мы всегда представляли документы от партии. Это абсолютно две не связанные в данном случае вещи. То есть я просто использую возможность общения с гражданами, это раз. А во-вторых, я все-таки хочу убедиться в том, какую поддержку я имею на округе. И пока вот количество собранных вчера подписей меня радует. Колькі собрали? Честно? Честно. 134. Нормально. За один день пачатак. Асабліва з улікам того, што пэўныя людзі яшчэ і адмаўляюцца падпісвацца, таму што ім. Вы знаете, что нет. Проблемы того, что люди отказываются подписывать, не было. Была проблема абсолютно в другом, что мы начали рано, в 15 часов, людей просто не было дома. Ну, еще не все бульбу выкопали. Ну. Да, вот это было большой проблемой, что половина, даже больше половины квартир просто пустые. Или если кто-то есть, это один человек. Тым не менш, я да партыйнай вот этой ситуации, калі вот вы узгадали папярэднія выборы, все ж таки у вашей команде, за вашей спиной стояла партия, в вашей команде, якая там збирала подписы, были однопартийцы. Зараз что мы маем? Вот ваша инициативная группа. Вы знаете, что вот сегодня я могу сказать, что без партии я имею в инициативной группе и в команде намного больше людей, чем я имела их в 2016 году с партией. Вот, то есть, конечно, в Объединенной гражданской партии были специалисты по проведению избирательных кампаний. Но я видела и знаю те ошибки, которые делала ОГП, и сейчас я их избегаю. То есть сегодня у меня готовы все материалы для того, чтобы с момента регистрации меня в качестве кандидата я приступила к активной стадии агитации. Уверена, что в Объединенной гражданской партии даже там, у кандидатов, может быть, даже и фотографии еще не готовы. То есть прозвучало это так, что, в принципе, и на корысть навод, что... Да, просто когда ты рассчитываешь только на свои силы, ты и отвечаешь только за то, что ты сделал или не сделал. А когда ты рассчитываешь еще на кого-то и думаешь, вот человек тебя не должен подвести, а по итогу оказывается, что бывают и ошибки, и то, конечно, немножко не так происходит кампания, как этого бы хотелось изначально. Безумоўна, рэгістрацыя ініцыятыўных груп яшчэ далёка не завершаная. Зараз вось рэгіструюцца тыя, хто сам, потым яшчэ будуць партыйныя спісы, потым будуць вылучэнцы ад працоўных калектываў, таму нельга казаць, што мы ўжо ведаем, хто будзе супрацьстаяць Ганнай Канапацкай на яе акрузе, то есть канчатковага спісу няма. Тым не менш, ужо сёння вядома, што вашым праціўнікам будзе, мы уже яго узгадывали, сёння першы сакратар... А давайте не будем делать ему рекламу. И я просто наверное, предвосхищая ваш вопрос, скажу, что очень странно, что вот те люди, которые сегодня зарегистрировали свои инициативные группы, хотят баллотироваться по моему округу, потому что за прошедшие 3 года я как раз-таки на округе отработала и, можно даже сказать, отпахала. И даже если мы вернемся к местной кампании, то все 3 местных округа были закрыты нашими кандидатами. И мы работали, и у нас есть чем гордиться, и мы можем поднять высоко те наши успехи на округе, плюс успехи в Палате представителей, и при наличии в Беларуси выборов свободных и честных у нас абсолютная уверенность в победе. Поэтому очень странно.
Вот я до гэтага, вот, каб вы мне вот это вот на такое пытанне і адказвалі, такой адказ я ад вас і чакаў. І не называючы прозвішча, каб не рабіць рэкламы, тым не менш. Тое, што выскачыў на вашай акрузе прадстаўнік БРСМ, фактычна праўладны кандыдат. Гэта пра што сведчыць, на ваш погляд? Вы знаете, что это говорит о том, что власть в любом случае пытается вот укрепить в людях, да, веру того, что БРСМ, Белая Русь или там иные структуры играют важную роль в политической жизни страны. Ну, представьте, было бы очень смешно, когда власть, поддерживающая и даже не просто как бы морально, но и материально все вот эти вот партийные или околопартийные структуры, да, все вот эти вот объединения, не выдвигала своих кандидатов, ну зачем тогда все это происходит? Поэтому это вот как раз-таки, знаете, подогреть интерес к выборам, да, потому что апатия у людей есть, и она видна, и итоги прошедших кампаний об этом тоже говорят. Тым не менш, вось па нашых назіраннях самы галоўны канкурэнт, ён ваш, і ну і в прынцыпе ва ўсіх па акругах з'явіцца крыху пазней шляхам вылучэння ад працоўных калектываў. Часцей за ўсё, вот вылучаны ад працоўных калектываў ён і... Так может мне пойти, вот у меня интеграл есть, там больше 300 человек работающих, у меня керамин больше 300 работающих, может пойти попроситься, пускай вылучатся. Мы же с ними тоже работали, и даже по их просьбам, по просьбам других юридических лиц мы и асфальт клали, меняли, да, и встречи проводили. Ганна Анатольевна, люди ж не памятаюць добра. Вы вот гімназіі дапамагалі, а яе выкладчыкі зараз не хочуць за вас подписываться. Вы вон каля кераміна, як вы кажете, асфальт клали, а керамин так само. Я еще не была там. Но вы-то не, але вон вы же сказали, что одна из ваших инициативных групп и супрацовник отмовился подписывать. Я думаю, что у людей просто, вы знаете, такая еще тоже вчерашняя привычка того, что в 2016 году они что-то делали, да, там вот, и в 2014 году они что-то делали. То есть это вот то, о чем мы с вами говорили, да. Но очень многие граждане не знают своих прав, они обыяково относятся к выборам, им это неинтересно, и это тоже проблема, которая интересует сегодня и власть, власть заинтересована в разрешении этой проблемы, ну и, конечно же, политические партии, которым тоже надо пробуждать интерес граждан к выборам. Я разумею, что политику, які ідзе на выборах, ну, падчас эфираў, ён просто мусіць казаць, я перакананы ў сваёй перамозе, там перамога будзе толькі за мной. Все ж таки, вот які настрой? Конечно, а кто, если не я? Вот давайте смотреть на... Першы сакратар Мінскага обкома БРСМ. И что он? Ну и что он? Вон Дашкевича побил, помник Ленину отстоял. Ну так как хулиган может идти в Палату представителей? Или, то есть, ну, смотрите, когда вот у меня спрашивали в 2016 году, да, что могло послужить основанием того, что я получила мандат депутата Палаты представителей, да, то же самое я говорю сейчас. Вот даже вот мы знаем уже 3 кандидатов, которые, по крайней мере, зарегистрировали свои инициативные группы у меня по округу. Но там нет успешных людей. Ведь давайте говорить честно, там секретарь БРСМ или там директор какого-то учреждения образования, это не есть успех. Человек успешный, когда он... И это ведь успех не только, например, в каком-то материальном достатке, да, но когда человек может говорить о том, что у него есть там 2 образования, о том, что у него есть успехи в жизни до Палаты представителей, которые он достиг сам. Ведь я, когда зарабатывала, например, свои деньги, я не продавала товары или там, да, я продавала свои мозги, да, я оказывала юридические услуги, и это тоже огромный плюс. Плюс у меня за плечами уже, вот получается, это 5-я будет моя компания. Плюс у меня огромная поддержка на округе, о которой вот мы уже только что говорили. Плюс, давайте говорить честно, у меня есть поддержка в Палате представителей, потому что очень многие депутаты, даже не высказывая свое мнение в овальном зале, в кулуарах говорят о том, что я права. Ну вы же там были постоянным раздражняльником.
Кто вам такое сказал? Ну, я. Вот все выходят министры зачитывать какие-нибудь там законопроекты, особливо по экономичным яким пытанням, и все со страхом чекают, что зараз встане Конопатская и почне задавать каверзные пытаннички. Ну, это же правильные вопросы, и вы ждали ответ на эти вопросы. Да и вопросы вы такие ждали. И потом, я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь имеет право знать ответы на те вопросы, которые я задавала. И они не были ехидными, да, они были основаны на цифрах и знании. Ну что ж, на жаль, нам трэба завершаць, але я думаю, што не адзін раз мы яшчэ ўбачым Ганну Канапацкую у нас у эфіры ўжо ў якасці кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ганна Канапацкая, якая развеяла міф о том, што палітычны імідж яе пацярпеў апошнім часам, вот, оказывается, толькі набірае яшчэ больш папулярнасць. Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Глядзіце нас, у нас сёння будзе шмат цікавага і эксклюзіўнага.